Богатство семьи Рустама Минниханова строится отнюдь не только на взятках, которые они получают от бизнесменов, и очевидном воровстве. Обогащаются Миннихановы и их родственники еще и на госзакупках. Там, путем своих довольно простых схем, они зарабатывают сотни миллионов рублей. В нашем совместном с ФБК расследовании мы упоминали сестру Гульсины Миннихановой, Венеру Гафарову. Она и сестра, и бизнес-партнер Лучана, и человек, на которую семья президента записывает часть имущества, будь то квартиры во Франции или свеженайденные апартаменты в Сочи за 160 миллионов рублей. Гафарова важный человек для Миннихановых, и не только потому, что она часть семьи. Мы подозреваем, что не без покровительства со стороны семьи президента Гафарова вместе с родственниками зарабатывает на госзакупках огромные деньги. Естественно, выгоду от этого получают все, в том числе и семья президента. Но сначала чуть-чуть биографии. У Венеры Ахатовны двое детей. Первая Зухра Гафарова – совладелица бизнесов матери. Вдвоем они учредили салон красоты Шансель, а также фирмы Град и Вега. Вторая дочь, Лейла Акберова, работает нотариусом и воспитывает 6 детей от мужа Олега Акберова, директора госкомпании Таттехмедфарм. Мать и дочери в 2011 и 2012 годах пробовали себя в бизнесе, который занимался поставкой медицинских изделий. Их первая фирма Farm Friends за все время существования выиграла лишь 3 закупки на 7,5 миллионов рублей, а потом благополучно закрылась. Но самое интересное, что единственным заказчиком у Farm Friends был Таттехмедфарм, та самая компания, которую возглавляет муж Лейлы Акберовой Олег. Для таких специальных семейных торгов уже давно придумали подходящее слово – сговор. Причем нисколько не прикрытый. Это сговор на медицине, а по сути и на всем здравоохранении Татарстана. Таттехмедфарм, как мы уже сказали, это госкомпания, в которую входит свыше 200 аптек по всей республике. Они обеспечивают лекарствами льготников, поставляют медикаменты в больницы и в том числе и сами производят препараты. Ну то есть это довольно важное предприятие, которое по сути монополизировали Миннихановы и их родственники. Farm Friends закрылся, но семейные закупки на этом не закончились. Так на глаза нам попались фирмы MedStar, MedBiofarm, BioMedFarm и FarmBest, которые очень часто заключали контракты именно с Таттехмедфармом. Всего мы насчитали контрактов на 1,6 миллиардов рублей, и в большинстве случаев заказчиком была как раз госфирма Таттехмедфарм. Эти 4 госкомпании в свое время учредила Лайла Краснова, человек, который очевидно работает и с Миннихановыми, и с Гафаровыми. Краснова руководит фирмой Ильино, на которую записана часть недвижимости Миннихановых в поселке с одноименным названием. Фирма Венеры Гафаровой Град также находится под руководством Лайлы Красновой. Ну и кроме того, Красновой доверяет учреждать фирмы, которые потом участвуют в госзакупках и обеспечивают себе контракты с Таттехмедфармом. После чего фирмы либо закрываются, либо их переписывают на другие лица, но закупки обычно продолжаются и в последнем случае. Помимо завышения цены на торгах, эти приближенные к президентской семье фирмы еще и любят играть друг с другом. Вот, например, MedBiofarm соревнуется со своим братом FarmBest, причем цена закупки по итогу увеличивается на 12%. Таких примеров мы встретили достаточно, и они доказывают мнимость торгов. Вырисовывается простая схема, по которой семьи Миннихановых, Гафаровых и Акберовых решили подзаработать денег, подключив к делу госкомпанию Таттехмедфарм, в состав которой входит свыше 200 аптек. Мы считаем, что после такого беспредела Олег Акберов должен уйти с поста директора Таттехмедфарма, а УФАС должен внимательно следить за тем, у кого госпредприятие закупает медикаменты и медицинские принадлежности. По итогу от завышения цен от всех этих фейковых торгов страдаем мы, обычные татарстанцы, а Миннихановы и его семейство только наживаются на этом. Кроме того, нам кажется, что перечисленные фирмы далеко не единственные, с помощью которых обогащаются семьи Миннихановых-Гафаровых. Удобство в том, что фирму можно зарегистрировать на любого человека, но вот главную выгоду от них будут получать лишь несколько человек. В большинстве случаев такого конечного бенефициара найти сложно, но вот в этой истории не было запутанных схем, и ответ, кто получает все богатства, как нам кажется, лежит на поверхности. Ну и небольшой бонус. В 2019 году в Кремле проходило традиционное чествование самых лучших семей Татарстана. Минниханов и его жена награждали тех, кто внес значительный вклад в экономику и процветание республики. Среди 51 семьи, которую пригласили на этот вечер, лишь 4 женщины получили медаль «Она даны» – материнская слава. И среди них была и Лейла Акберова. Какие заслуги у семьи Акберовых перед Миннихановыми, теперь, я думаю, нам всем понятно. Если вы знаете что-то о коррупции, пишите нам вот на эту почту. Анонимность мы гарантируем. И подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.